коллеги и главы делегации, уважаемые участники заседания, прежде всего выражаю нашу признательность президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, за высокий уровень организации нашей встречи и радушный прием. Искренне поздравляю всех представителей стран-членов с юбилейной датой СНДА. Уважаемые коллеги, со времени последнего саммита в регионе СНДА и на международной повестке произошли существенные изменения. Пандемия COVID-19 привела к затяжному глобальному социально-экономическому кризису, который без преувеличения оказывает влияние и на нашу безопасность. Сегодня нарастают негативные процессы в сфере обеспечения военно-политической безопасности. Международной и региональной безопасности по-прежнему угрожают растущие масштабы терроризма, экстремизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и киберпреступности. Существует необходимость приумножения совместных усилий в борьбе против этих вызовов и угроз, а также координации работы по укреплению мира, стабильности и безопасности. Уважаемые участники саммита, мы в Таджикистане глубоко осознаем ценность мира и его сохранения. В первые годы независимости наш народ пережил тяжелые испытания и неспокойные времена. Поэтому Таджикистан является активным участником глобального диалога по безопасности в рамках международных и региональных организаций. Исходя из опыта накопленного противодействия глобальным вызовам и угрозам, мы разработали и приняли новую стратегию по борьбе с терроризмом и экстремизмом на период до 2025 года. Проводимая через несколько дней в столице Таджикистана совместно с ООН и другими международными партнерами конференция высокого уровня в рамках Душанбенского процесса по борьбе с терроризмом охватывает актуальную в сегодняшнем мире тематику. Надеюсь на активное участие высоких представителей государств-членов СНДА в обсуждении вопросов обеспечения безопасности границ в контексте противодействия терроризму. Дорогие друзья, с момента присоединения к СНДА Таджикистан, оказывая постоянную поддержку совещания, вносит свой последний вклад в достижение его целей. Таджикистан, как координатор в области туризма в рамках совещания, прилагает необходимые усилия по продвижению сотрудничества в данном направлении. В контексте общих задач, стоящих перед нами, хотел бы отметить значение декларации, принятой на Душанбенском саммите. Она отражает позицию и взгляды совещания по важным вопросам безопасности и сотрудничества в Азии, включая афганскую проблематику. Убеждены, что дальнейшая координация усилий государств-членов СНДА могут оказать существенное содействие установлению прочного мира и стабильности в этой стране. Уважаемые участники заседания, особую актуальность приобретает усиление взаимодействия в области изменения климата. Таджикистан обеспокоен изменениями в гидрологическом цикле, которые приводят к сильным наводнениям и засухам, отрицательно сказывается на водных и энергетических ресурсах и продовольственной безопасности. В результате изменения климата и глобального потепления более 1000 из 14 тысяч ледников в горах Таджикистана полностью растаяли. Для привлечения большого внимания мирового сообщества к решению водно-климатических проблем и таяния ледников мы предложили объявить 2025 год Международным годом защиты ледников. Надеемся, что наши усилия на этом направлении будут всесторонне поддержаны странами-членами СНДА. 2023 год является важным с точки зрения среднесрочного обзора целей устойчивого развития
и оценки реализации целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Международное сообщество ожидает значимых результатов от второй конференции ООН, которая состоится в Нью-Йорке в следующем году, спустя 46 лет после подобного мероприятия высокого уровня по воде. Таджикистан будет одним из сопредседателей этого важного международного форума. Призываем все заинтересованные стороны к активному сотрудничеству в подготовке и проведении данного мероприятия высокого уровня. Дорогие коллеги, на сегодняшний день в рамках совещания важным вопросом выступает его развитие и преобразование в международную организацию. Поддерживаем процесс трансформации СМДА с учетом экономических и финансовых возможностей стран-членов. Уверен, что результаты сегодняшней встречи позволят определить перспективы нашей совместной деятельности по укреплению доверия и безопасности, а также широкого многостороннего взаимодействия в решении насущных вопросов в регионе СМДА. Благодарю за внимание.